Глава Ингушетии принял участие в итоговой коллегии Минэкономики. На встрече также подвели итоги работы республиканского бизнеса-инкубатора за прошедший год и обсудили задачи на текущем. По словам министра экономического развития Умалата Таршкоева, общий уровень исполнения госпрограмм составил порядка 90%. Он также отметил, что инвестиционная привлекательность региона заметно возросла. Объем инвестиций вырос за последние 5 лет в 2 раза. Ряд соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве подписано в рамках Петербургского и Сочинского международных форумов, а также в ходе визита делегации Ингушетии в Королевство Саудовской Аравии. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, в 2016 году по предварительной оценке составил 2 миллиарда 222 миллиона рублей, увеличившись на 15% по отношению к 2015 году. Увеличение объемов бюджетных инвестиций в 2016 году обусловлено тем, что в Республике Ингушетия за последние годы инвесторам предоставляется государственная поддержка, в том числе налоговые преференции. Умалат Таршкоев отметил, что деятельность министерства направлена на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, и в рамках программы «1000 квартир» число выданных ипотечных кредитов за 2016 год составляет 53. Юнусбек Евкуров поручил усовершенствовать систему получения квартир в рамках этого проекта. Также глава республики обратил внимание на нелегальных валютчиков и поручил в течение 2 недель совместно с Совбезом республики разработать механизм, благодаря которому можно будет организовать в банках пункты обмена валюты. Но для этого тоже есть механизм. Почему не Минфин, товарищ министр финансов, задача, ни помощники советники, ни другие должностные лица не организуют в банках курсы обмена валют. Там не курс обмена, а пункты обмена валют. Почему у нас до сих пор на улице стоят эти товарищи с долларами в руках? И ни от одного из вас нет бумаги по этому поводу. Ни от банкира, ни от министра, ни от руководителя. Как 90-е годы продолжают стоять на улице с этими товарищами. Когда это спокойно можно в законную схему завести и организовать. А этих товарищей привлечь к ответственности через органы правопорядка. Значит, кому-то это выгодно. До того, как убрать тех товарищей с улиц, надо создать людям условия. Почему там обязательно Сбербанк, обязательно Россельхозбанк, банк образования. Хотя бы в банках, чтобы это было, это раз. И второе, если закон не запрещает этих людей, которые валютами торгуют, собрать всех в кучу, дать им помещение, они уже есть. Так, чтобы они охранные были, все как положено.